Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. В рамках программы по поддержке малого и среднего бизнеса власти России с 2014 по 2018 год потратили 80 миллиардов рублей. Однако средства выделяли зря, поскольку ситуация в этой сфере почти не изменилась. К такому выводу в своем докладе пришла Счетная палата. Речь идет о том, что за 5 лет количество субъектов малого и среднего предпринимательства держалось на уровне 5,5–6 миллионов, а количество работников 18,9–19,3 миллиона человек. Главной проблемой стали слишком сложные условия для получения льготного займа. Например, некоторые из региональных гарантийных организаций, которые выступали в качестве поручителей при получении кредита, решили зарабатывать на предпринимателях. Они брали за гарантии комиссию и сами устанавливали порядок ее выплаты. В совокупности бизнесменам было выгоднее воспользоваться обычным кредитом. Но в ближайшие 5 лет государство намерено в 3 раза увеличить поддержку малого бизнеса, потратив 244 миллиарда рублей. Изменится ли политика помощи, пока неизвестно. В России сохраняется дефицит кадров в медицине. В 2019 году работать пришли больше 9 тысяч медиков, в том числе 5 тысяч врачей, но столько же из системы ушло. По возрасту, личным мотивам и другим причинам, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она назвала ситуацию тревожной. По ее словам, частично решить проблему можно за счет привлечения сотрудников из частных клиник. У нас значительное количество врачей в частной медицине. Это более 86 тысяч человек, которых мы сможем привлечь на работу в первую очередь с наиболее уязвимым населением, пожилыми людьми. Такой проект стартует в 2020 году, сказала вице-премьер. Она напомнила о существовании программы целевого обучения, когда учебу студента оплачивает его будущий работодатель, а затем студент будет должен отработать эту сумму. По словам Голиковой, регионы не очень активно этим пользуются. Максимальное пособие по уходу за ребенком повысится с 1 января 2020 года до 27 984 рублей 66 копеек за месяц. Об этом сообщает Министерство труда. Помимо этого возрастут пособия по беременности и родам и по временной нетрудоспособности. Так, в следующем году максимальная сумма пособия по беременности и родам и пособия по временной нетрудоспособности составит 69 961 рубль в среднем за месяц. Это на 4,5 тысячи больше, чем в уходящем году. Инвестиционный совет Республики Крым одобрил проект строительства в Ялте и горной зоны с общим объемом инвестиций 3 миллиарда рублей. В рамках проекта зону построят в поселке Коцевели на площади около 15 гектаров к 2024 году. Благодаря ему создадут 250 рабочих мест. Министерство экономического развития Крыма уточнили, что проект предполагается реализовать за 4 года и 3 месяца, а срок его окупаемости составит 8 лет и 3 месяца. Благодаря реализации инвестпроектов в бюджеты всех уровней в течение 5 лет, начиная с даты старта проекта, поступит 402,5 миллиона рублей. На участие в проекте строительства автомобильного моста через реку Лену в Якутии пока подана только одна заявка, но при этом интерес к нему проявляет целый ряд российских и зарубежных инвесторов и банков. Об этом сообщил председатель правительства региона Владимир Солодов. Он пояснил, что заявку на участие в тендере подала 8-я концессионная компания, которая создала для участия в проекте консорциум с Ростехом. Согласно документации, компания готова вложить в проект 28 миллиардов 900 миллионов рублей. В паспорте объекта на строительство моста через Лену сообщалось, что капитальные расходы рассчитываются в размере 77 миллиардов 900 миллионов рублей. Прочие расходы около 5,5 миллиардов. Открытие моста, как предполагается, приведет к росту грузоперевозок в регионе в 3 раза – до 6 миллионов тонн в год. Работодатели в России в соответствии с Трудовым кодексом должны выплатить сотрудникам зарплату за январь в том же размере, что и другие месяцы, несмотря на длинные новогодние каникулы, напомнили в Роструде. Тем, кто получает оклад, закон гарантирует сохранение зарплаты, несмотря на нерабочие дни, рассказали в пресс-службе ведомства. Для работников со сдельной оплатой предусмотрено дополнительное вознаграждение за праздничные дни. Размер и порядок выплаты такого вознаграждения определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым договором и локальными актами, которые принимаются с учетом мнения профсоюза. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на нашем канале.